Здравствуйте, меня зовут Ренат Рафильевич. Я прочитаю небольшую лекцию на тему психологического путешествия в мир выбора профессии. Для удобства я разбил материал на ряд подвопросов. Итак, как работают психологические тесты? Первые психологические тесты появились в конце XIX века, и на сегодняшний день их существует огромное множество разной направленности и тематики. Существуют тесты, предназначенные для исследования личности, характера, интеллекта, способностей, систем отношений и так далее. В основе любой методики лежит психологическая теория, которая позволяет выделить определенные индикаторы, определяющие наличие или отсутствие исследуемого психологического явления. Например, для уровня интеллекта таким внешним индикатором могут быть школьные оценки. Так как нам известны эти внешние критерии, мы можем предположить, какие испытания, вопросы или, может быть, формы поведения будут указывать на наличие или уровень выраженности каких-либо психологических явлений. На основе этого знания создается пробная версия теста. Для проверки того, что методика работает, ее долгое время тестируют на целевой аудитории. На основе собранных данных вычисляют два показателя – надежность и валидность. Первый определяет устойчивость методики к внешним помехам, а второй, что методика тестирует то, для чего она была предназначена. В случае, если вам понадобится выбрать какой-то тест, постарайтесь узнать эти два показателя. Определение нормальных итоговых показателей, например, показателя нормального уровня интеллекта, возможно двумя путями. С помощью определения социально-психологического норматива, это устоявшееся представление в обществе о нормальности, либо определение статистической нормы. Большинство психологических и социальных явлений подчиняются закону нормального распределения, что позволяет нам легко установить нормальные показатели для большинства испытуемых. Какие психологические тесты можно брать, а какие нет? Как следует из ответа на прошлый вопрос, тесты, у которых хороший показатель надежности и валидности. Однако, не рекомендуется самостоятельно проходить психологические тесты. Все дело в том, что для правильного подсчета и интерпретации результата часто требуется наличие некоторых психологических знаний. Кроме того, очень часто люди берут психологические тесты с непроверенных интернет-сайтов, куда загружаются методики, которые содержат ошибки и неточности, появившиеся вследствие неправильного прочтения или распознания текста из книги. Да, возможно применение компьютерных программ для проведения экспресс-диагностики, но опять же, нужно быть осторожным в выборе таких программ. Нужно убедиться, что программу разрабатывали люди, которые имеют представление о том, как работают психологические тесты. Например, вы вполне можете пройти профориентационный тест на нашем сайте. Поможет ли мне тест в выборе профессии? Профориентация – сложный и долгий процесс. Большинство существующих тестовых методик, предназначенных для профориентации, являются методами экспресс-диагностики. Чаще эти тесты показывают дальнейшее направление работы, а испытуемым помогают осознать свои интересы и, возможно, способности. Ярким примером таких тестов является методика «Дифференциальный диагностический опросник» Евгения Александровича Климова. Тест состоит, в зависимости от модификации, из 20 или 30 вопросов и дифференцирует испытуемых по категориям: человек-природа, объект труда, живые организмы, биологические, микробиологические процессы. Профессии: зоотехник, агроном, врач-ветеринар. Человек-техника. Объект труда: технические системы, энергии, искусственные и неживые природные материалы. Профессии: слесарь, техник, строитель, инженер. Человек-человек. Объект труда: люди, коллективы, социальные процессы. Профессии: воспитатель, учитель, менеджер. Человек – знаковая система. Объект труда: условные знаки, цифры, коды, естественные и искусственные языки, например, формулы. Профессии: оператор ПК, экономист, редактор, ученый-теоретик. Человек – художественный образ. Объект труда: художественные образы, их свойства, элементы. Профессии: декоратор, скульптор, художник, дизайнер, модельер, актер.
Конечно, в каждом примере приведен неполный перечень профессий. Обратите внимание, что разделение на типы происходит по объекту труда. Поэтому врач скорее относится к человек-природа, так как работают с биологической составляющей человека, а не социальной. Определение, к какой категории относится испытуемый, осуществляется на основе его выборов, видов деятельности. Например, между помогать больным людям, лечить их и составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин. Почему нужна профориентация? Сегодня существует огромное количество профессий, и при этом постоянно идет процесс отмирания одних профессий и появления новых. По данным же различных исследователей, девятиклассники, например, могут назвать в среднем 20-26 профессий. Изучение мотива выбора профессий школьниками показало, что значительную роль в этом играют советы окружающих. 25% детей выбирают профессии под влиянием друга, который более самостоятелен. 17% по совету родителей. 9% под влиянием средств массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначимыми факторами, например, близость вуза к дому. И 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности. Профессиональные намерения оказываются наиболее устойчивыми, а овладение деятельностью проходит более эффективно, если главной причиной выбора является ориентация на содержание предстоящей деятельности. Профориентация очень сложный и длительный процесс. Первый этап можно условно обозначить как тестирование. Тут оцениваются интересы, личность и способности старшеклассников. Второй этап можно назвать информационный. Он включает такие мероприятия, как информирование учащихся о существующих профессиях, местах получения профессионального образования, посещение конкретных предприятий. Работа строится с учетом результатов тестирования. Третий этап – практика. Необходимо дать возможность школьнику попробовать те виды деятельности, которые включаются в интересующую его профессию. Сюда может включаться прохождение практики на предприятиях или реализация в рамках школы отдельных видов деятельности, например, работа со станком, вождение автомобиля и так далее. Что если профессия выбрана неверно? Существует большое количество явлений, которые могут проявляться в случае неверного выбора профессии. Давайте рассмотрим некоторые из них. Удовлетворение от своей работы. Сниженная мотивация приведет к тому, что вам будет труднее выполнять свою работу. Как следствие, снижается эффективность, а эффективность – это то, что ценится и то, что позволяет нам двигаться по карьерной лестнице. Но если вы выбрали неправильную для себя профессию, то вы не в состоянии отдавать себя работе на 100%. Тревога и стресс. Тревога и стресс могут быть ключевыми факторами, которые дают нам понять, что наша работа – это дорога в никуда. Тревожность и стресс, связанные с работой, часто проявляют себя в ухудшении здоровья, это потеря сна, проблемы пищеварения, частые простуды и так далее. Или вредят взаимоотношения с родственниками. Мы можем вымещать накопившийся негатив на работе на своих близких. Социальное пренебрежение. Это чувство или стремление остаться в темном углу. Нежелание проводить время с друзьями и социализироваться. Такое происходит потому, что нам кажется, что другие люди смогли найти свое призвание в жизни. И они счастливее нас. Осознание этого оказывает сильное влияние на нас и может заставить чувствовать так, будто мы проиграли войну за свою жизнь. Данная ситуация осложняется стрессом или рутиной на работе. Конечно, при неверном выборе профессии сложность возникает далеко не всегда. Вам вполне может понравиться неправильный выбор, или неинтересность может быть компенсирована, например, высокой зарплатой. Теперь, когда мы рассмотрели эти вопросы, у вас есть возможность лучше осознать необходимость правильного выбора профессии. Надеюсь, данная информация поможет вам. Спасибо за внимание.